Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Это спецвыпуск, где мы сегодня говорим про электоральную коррупцию и попытаемся найти ответ на вопрос, как возможно ли вообще как-то справиться с этим феноменом, очень негативным феноменом в нашем обществе, в нашем государстве, в Республике Молдова, который мы видели во всей красе в течение нескольких, что называется, избирательных циклов. Не то чтобы этого феномена не было у нас и раньше, к сожалению, он был, но вот на последних нескольких избирательных циклах, я имею в виду выборы Башкана, выборы в местные органы власти, всеобщие местные выборы, выборы президента и референдуме, эта проблема и этот феномен расцвел буйным цветом. И это, очевидно, представляет угрозу национальной безопасности Республики Молдова. С этим, очевидно, нужно что-то делать. Государство вроде предпринимает какие-то действия, какие-то шаги, которые, очевидно, недостаточны. Нужно больше, с моей точки зрения. Что с этим делать и что нужно предпринять для того, чтобы этот феномен не был решающим на следующих выборах парламентских, я предлагаю поговорить сегодня с нашими гостями. У нас на связи по Зуму Николай Панфил, глава Департамента демократических процессов организации Промолекс. Николай, приветствую вас. Да, добрый день. У Спасибо нас за также, приглашение. да, спасибо, что приняли наше приглашение. У нас также на связи по скайпу наш частый гость в программе «Цена свободы» Андрей Курарару, эксперт по вопросам безопасности ассоциации Watchdog. Андрей, приветствую вас. Приветствую. Да. Ну, давайте, в общем, такой общий вопрос, наверное, задам, да, и попрошу вас по очереди на него ответить, ну, не более 2-3 минут. Насколько вообще серьезен, с вашей точки зрения, мы говорили об этом, конечно, неоднократно, но, думаю, важно сказать еще раз, насколько вообще опасен феномен электоральной коррупции и насколько он будет, с вашей точки зрения, играть важную или решающую роль на следующих выборах парламентских. Николай, вас как начальника или главы департамента демократических процессов организации Промолекс. Промолекс на сегодняшний день единственная организация гражданского общества, которая занимается наблюдением за выборами. Хотелось бы услышать ваше мнение. Да, спасибо. Конечно, у нас такое же наблюдение, как и вы, Михаил, говорили, что действительно на последних выборах, на последние 2-3 цикла выборов этот феномен обострился у нас в Республике Молдова по всей стране, к сожалению, не только в отдельных регионах. И да, это является уже проблемой для безопасности самой страны, для безопасности демократии в нашей стране, так как мы видели, что, к сожалению, данный феномен охватывал очень большие слои населения, очень разные слои населения, и, конечно, большой охват количества людей, которые были как бы попались в эти схемы, скажем так. Отдельно хочу отметить, что опасность этого феномена в этот раз заключается еще и в том, как воссоединили или как соединили здесь разные элементы, как, к примеру, использование IT-ресурсов, использование социальных СМИ, да, social media, как мы говорим, и как это способствовало на самом деле продвижению этих сетей, коррупционных сетей. Потому что раньше, конечно, мы понимаем, что феномен был, присутствовал, но его можно было увидеть также. То есть мы через наблюдателей почти во всех случаях, когда слышали о каких-то феноменах, похожих на предыдущие какие-то 10-15 лет назад выборах, мы обычно могли проверять это. Сейчас, когда мы говорим о использовании телеграмма, чат-ботов и разных таких ресурсов, перевода денег через какие-то аппликации банковские и так далее, это намного сложнее увидеть, намного сложнее отследить, не говоря уже о том слаженном работе, как очень сложная работа была у этих сетей, которые занимались этой коррупционной деятельностью. Поэтому это очень большая проблема на самом деле. Не только
или с точки зрения опять количества людей, но и для нас, как граждан, как наблюдателей, но в том числе, если хотите, для полиции, для органов, которые должны следить за э, правопорядком, скажем так, чтобы действительно иметь доказательства того, что происходило. И вот мы видим, как раз мы, наверное, сегодня поговорим еще и о том, как идет работа полиции в этом плане, потому что мы уже знаем о более 10 тысяч случаев, которые были задокументированы, и мы понимаем, насколько это сложная работа, исходя из этих нюансов, о которых я говорил раньше. Андрей, ваше мнение, как вы видите в целом, насколько феномен, скажем так, электоральной коррупции, его влияние, его вредность преувеличена для результатов выборов и для государственной безопасности или национальной безопасности? Вот если можно, вот ваше мнение по этому поводу. Ну, тут есть два способа, как можно это анализировать. Если юридически, то пока мы можем говорить о тех 10 тысячах, о которых говорил и Николай, которые уже отвечают за свои деяния, плюс 80 уголовных дел, то тоже немаловажно, потому что надо смотреть на этот феномен шире, имея в виду, что есть те люди, которые организовывали эти сетки, и эти люди будут наказаны уголовно, в том числе кто-то из них, возможно, реальными сроками. И есть политологический срез. Мы понимаем, что если говорим, то 138-140 тысяч человек, которые получали эти деньги, то это до 300 тысяч голосов, которые были куплены. Это по разным оценкам может быть от 7 до 15% голосов в парламенте. Для парламентских выборов это может решить фактор того, каким будет большинство в следующем парламенте, кто будет управлять Республикой Молдова, будет ли Республика Молдова дальше идти по курсу европейской интеграции или повернется на 180 градусов. Понятно, что эти процессы вошли в 21 век. Мы никогда не видели, насколько технологично, скажем так, развитые сети по электоральной коррупции. Мы это видим даже сейчас, когда у людей по разным информациям есть возможность получать юридические советы через телеграм-чат-боты, которые использовались для того, чтобы их коррумпировать. У них есть адвокаты, которые сотрудничают, так называемые бесплатные, за которых платит сетка Шора. Этот феномен очень и очень опасный, я бы сказал. Это самая опасная часть того гибридного воздействия на Республику Молдова, которое сейчас есть. Даже тот прессинг, который пришел через абсолютно искусственный энергетический кризис, который создали в январе этого года, он не так, скажем так, воздействует на особенно электоральные процессы, как покупка голосов. Когда у тебя есть свободные даже 5% голосов, ты можешь сделать такую комбинацию, чтобы прошло еще 3-4 партии в парламент, если они близки к порогу в 5 или 7%, если это блок. А также не надо забывать элемент безнаказанности. Если эти люди и их огромная масса почувствуют, что они безнаказаны, то они могут пойти по спирали эскалации и пойти на другие преступления или на другие нарушения за такие же деньги, чувствуя себя в безопасности из-за вот этой сетки. Вот давайте вот здесь вот шире, и я бы хотел, вот, чтобы мы остались с вами буквально на секунду, и потом, конечно, хотел бы услышать ответ Николая на этот вопрос. Смотрите, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело со следующей ситуацией. Через Промсвязьбанк начали, это доказанные вещи, начали перечислять деньги за 4 месяца до выборов. Один из платежей был прямо в период избирательной кампании. Далее платежи после выборов не прекратились, они продолжились, да, то есть там, да, уже правительство каким-то образом нашло способ частично перекрыть каналы завоза денег наличными, чтобы обналичивать эти деньги, да.
О чем я хочу спросить? То есть фактически мы не можем говорить просто об электоральной коррупции. Что такое электоральная коррупция с моей точки зрения, в классическом понимании? Человеку заплатили какие-то деньги за голос. И это, как правило, какая-то разовая, что называется, сделка. Человеку заплатили, он пошел на выборы, проголосовал. На этом все закончилось. Тут мы имеем дело, такое ощущение, что с наемничеством. Они нанимают людей на какую-то работу. И если мы говорим о том, что как бы Республика Молдова сталкивается с гибридной войной, которую Российская Федерация ведет в отношении Республики Молдова, то я этих людей расцениваю не просто людей, просто продающих свои голоса, а они как наемники, которые работают на Российскую Федерацию для подрыва или влияния на политический процесс. То есть не слишком ли я преувеличиваю, разделяете ли вы эту точку зрения? Потому что и это, с моей точки зрения, усложняет процесс доказательства, что это электоральная коррупция. Потому что проблема намного шире, не такая узкая, как электоральная коррупция, хотя она в том числе и направлена на то, чтобы люди голосовали определенным образом. Ну, это очень напоминает на то, что было в Риме, клиентелярная система, когда люди получали хлеб за то, что они приходили и орали за одного политика. То есть ничего принципиально нового у нас нету, но понятно, что структуры очень, скажем так, развитые. И насколько, опять же, информация из открытых источников нам позволяет следить, мы видим несколько групп этих людей. Есть профессиональные протестующие, которые приходят на разные судебные заседания или приходят на 9 мая и так далее, которые получают и за это деньги. Есть люди, которые получают деньги за комментарии в онлайне, и это, опять же, зафиксировано и материалами, которые нам предоставила полиция, переписками и так далее. Есть люди, которые получили эти деньги только за электоральную коррупцию. Я бы сказал, что один фактор, который они не рассчитывают, особенно те активные участники этой схемы, это то, что активных участников могут привлечь по уголовной статье, а не по кодексу административных правонарушений, потому что они часть преступной организации. И тут уже вообще другие уровни ответственности, и в том числе ответственность за большие преступления, например, финансирование незаконной партии, а также другие потенциальные преступления, которые совершались этой структурой. Но понятно, что вот эта клиентелярная система, все эти клиенты партии Шора, их будут использовать по максимуму. И в том числе подвергать рискам, связанным с безопасностью каждому из них. Вот у нас недавно, я думаю, совсем не зря посольство Америки поставило уведомление о разыскивании 5 офицеров ГРУ, и я вот смотрел специально по разным источникам, только в Республике Молдова на Фейсбуке выставила на вот это объявление. Вот у меня вопрос, почему и как это связано, например, вот с теми же процессами, которые грядут в Республике Молдова. Мы знаем, что те офицеры ГРУ, которые разыскиваются, не разыскиваются и в связи с киберпреступлениями. Мы знаем, что были атаки и на Республику Молдова, пока нет информации, если это были вот эта группа или другая. Но та же структура использовалась для диверсий, для подрывов в Болгарии и так далее. И вот принцип сакральной жертвы, принцип того, чтобы создать видимость того, что, не знаю, там государство что-то делает с протестующими и так далее, он всегда был свойственен этим методичкам Кремля. И не дай бог, что вот такие вот форматы, вот эти клиенты Шора пойдут на какой-то протест, а там вот те же молодые люди, которых в Боснии обучали, будут взрыв-пакеты использовать или использовать разные дроны военного назначения и так далее.
понятно, что этих людей будут по максимуму вводить в эту преступную организацию, и пока не поздно, у них всегда есть эта возможность из нее выйти. У нас уголовная Да. политика такая, что можно отойти от этой преступной организации, даже не отвечать уголовно ни за какие действия. Николай, вот тот же вопрос к вам. Потому что мы понимаем, что это гораздо больше, чем электоральная коррупция. И тут нужно, с моей точки зрения, менять немножко методы наблюдения. Насколько методы... Потому что я тоже был в прошлом наблюдателем, ездил с ОБСЕ. Я понимаю, что те методы наблюдения, которыми мы пользовались, они не совсем как бы соответствуют новым тем вызовам, которые стоят сейчас. Тем более мы видим, что, опять же, вернусь к тому, что я говорю, это не только плата за голос, это плата за вовлечение, активное вовлечение в политический процесс на стороне определенных политических партий. Как с этим быть? Как это мониторизировать? Как это выявлять? И как это документировать? Михаил, согласен с вами. Мы как раз сейчас готовились к следующим парламентским выборам, исследуем эту ситуацию, эту проблему, скажем так. Но я хотел бы перед этим все-таки добавить немножко к тому, что Андрей тоже говорил, и по вашему предыдущему вопросу, потому что мне кажется, что, конечно, вы абсолютно правы, что это не просто коррупция, не просто избирательная коррупция, где я тебе плачу, ты мне голос обратно, да? Это что-то больше. Это действительно называется в теории, в практике как клиентелярная система. Но я хочу немножко объяснить факторы или, как сказать, почему есть место для такой системы, или как формируется, и зачем политическим партиям, политическим актерам нужна такая система. Да. Понятное дело, что раз ты платишь там, к примеру, $20 или евро, или леев каких-то за голос, это одноразовое действие, и она имеет определенные, если, скажем так, КПД, да, коэффициент полезного действия. Да. А когда ты на самом деле вложишься в такую сеть, ты сейчас даешь определенную сумму за какие-то действия, пусть там люди придут и протестуют там перед каким-то зданием, перед каким-то органом, перед прокуратурой или перед залом суда и так далее, и так далее. В комбинации с участием в каких-то митингах, в комбинации с информацией, которую люди получали через Telegram или другие сети, то есть дезинформация очень тоже, или определенного рода информации тоже имеет важную роль. И в конечном итоге это только одна часть, важная часть, тот запрос, что вот, мол, в субботу мы вам скажем, за кого там пойти голосовать, как, к примеру, было на прошлых выборах. То есть это один был элемент. И почему вот, важно понимать это, вот, потому что на самом деле, как ты спрашивал чуть раньше, понятно, что роль наблюдения, долгосрочного наблюдения становится еще больше. И методы, которые должны у нас быть и у международных наблюдателей быть в наличии, действительно должны преобразиться в каком-то смысле. Но я, честно скажу, мы попытались участвовать, к примеру, в тех мероприятиях, где собирались люди, где их в разных там залах приглашали и так далее. Во-первых, наши люди, действительно, ты знаешь по методологии, мы не можем работать, как, к примеру, как журналисты, которые делают расследования. Мы всегда открыты. Как Андрей говорил, из открытых источников мы набираем информацию. И следуя этой логике, каждый человек может делать то же самое. Просто немножко быть более тренированным и понять, на что смотреть. И вот мы попытались участвовать в таких мероприятиях, посмотреть, что там людям говорят, что обещают, как с ними работать. И что ты думаешь? Нас очень быстро вычисляли, очень быстро, то есть знали, откуда мы. И вот такие ребята, знаете, очень вежливо вначале стали попросить наших людей, давайте выходить. То есть понятно, что это уже не может так работать. Понятно, что мы должны уже более работать, наверное, в том числе в социальных сетях, понимать, что там люди обсуждают, потому что больше там люди собираются и так далее.
для того, чтобы этот гэп или этот Пробел. пробел в информации как-то заполнять. Но я хочу еще сказать следующее, что так как этот феномен исходит не с Республики Молдова, а с Российской Федерации, извне, понятное дело, что нам будет не хватать очень важную часть, показать вот эту как source или Источник. источник, Да. источник финансирования, понимать откуда и как. Потому что когда мы видим отчеты, скажем так, нормальных партий, которые придерживаются закона и так далее, мы понимаем, что есть там доходы, которые по закону полагаются, к примеру, там деньги, которые получают от государства партии, или деньги, которые они собирают через пожертвования и так далее. И мы можем примерно отследить и понять, есть ли покрытие для таких, к примеру, больших амбициозных мероприятий, которые делаются или нет. А когда мы видим, и в принципе на предыдущих выборах мы посчитали, по-моему, около 4 миллионов леев только мы посчитали, но это ограничено, то, что мы могли увидеть только, которые, даже не знаю, как сказать, блок Виктория или Шор со всей этой сетью не задекларировал или делала мероприятия, организовывали мероприятия, и мы посчитали как минимум эти 4 миллиона лей. Это понятно, что это деньги, которые, во-первых, мы не видели отчетов ЦИК, это другое дело, но они как-то должны обосновать. И когда нет обоснования внутри страны, понятно, что остается только, и мы видели это не только мы показали, но показали и коллеги-журналисты, которые доказали, как получали деньги через эти платформы банковские из Российской Федерации. То есть, понятно, коротко отвечая на ваш вопрос, да, согласен, мы должны быть более внедрены, скажем так, в эти изменения, которые происходят. Но здесь есть еще и, скажем так, такой этический момент, да, и мы должны это тоже учитывать. И пожалуй, я сейчас здесь закруглюсь, скажем так, дабы не слишком много, скажем так, издавать из своих планов. Да. Окей. Не будем, да, заставлять, чтобы вы сливали нам секретную информацию и как вы планируете это наблюдать. Ждем, но да, действительно, мне кажется, что, опять же, я говорю как человек, который имеет опыт наблюдения, да, что наблюдение тоже должно трансформироваться для того, чтобы выявлять эти вещи, потому что как бы стандартные, привычные методы наблюдения, с моей точки зрения, уже не соответствуют тем вызовам, которые... Я хотел сказать, что даже с этим, скажу слово, я не знаю, как это лучше на русском, но мне приходит слово «наглость». Да, даже с этим Knowledge? та кампания, которая была проведена Шором и Блоком, которые не были зарегистрированы в ЦИК и так далее, была настолько наглой, настолько все было видно, что происходит, что даже не имея, скажем так, очевидных доказательств того, что деньги там людей подкупали и так далее, уже была проблема в том, как была проведена эта кампания. Ага. Уже были видны следы того, что здесь что-то неладно происходит, потому что как по-другому объяснить, что материалы, которые появляются тоннами, скажем так, и распространяются, не имеют никаких там указываний на партию или на кандидата, да, или что-то такое, потому что понятное дело, что люди были, скажем так, намеренно шли к тому, чтобы проводить кампанию как менее возможно, чтобы их идентифицировали. Да. Андрей, возвращаясь к вам, скажите, пожалуйста, вот Николай говорит, что они в прошлый раз действовали очень нагло, это было фактически видно, что они делают, и тут, очевидно, они, скорее всего, рассчитывали на принцип такой, на эффект неожиданности. Никто не ожидал такого уровня наглости. Это примерно как, знаете, с Крымом. Их там нет, да, в значительной степени все называют, опять же, я тут привожу параллель, да, может быть, не совсем уместную, но мне кажется,
она очень даже уместна, да, то есть как бы операция в Крыму была успешной, потому что никто не ожидал, что Путин пойдет так в нагло, да, и пойдет на аннексию Крыма. Также никто не ожидал, что так нагло будут вмешиваться в выборы деньгами, огромными вливаниями и так далее и тому подобное. Предвидите ли вы какое-то изменение тактики действовать с их стороны, со стороны России, более, скажем так, скрытно, тщательнее готовить и использовать этот вот метод мафии? Она вроде как бы есть, а вроде как бы ее и нету, да? Партии государство закрывает, но они способ находят инфильтрироваться в существующие структуры политические, и которым ты с точки зрения законодательства не можешь предъявить абсолютно ничего. Да? И они вот в эти партии будут вливать деньги, проследить то, что партия получает поддержку Шора или Москвы, уже как бы будет доказать очень сложно. Какие вызовы в этом плане? Понятно, что фактор влияния России будет, но с вашей точки зрения, перед парламентскими выборами его будет сложнее доказать, или они тактику менять не будут, они будут действовать так же нагло, как они действовали на президентских выборах? Я думаю, тут будут две тенденции. С одной стороны, они уже усвоили некоторые уроки, связанные с тем, что многие из их лидеров сейчас под уголовным преследованием. Многие из тех каналов, как они перемещали деньги, как они оказывались в руках у людей, потому что это тоже была проблема для них, как обналичить эти рубли на картах мира. Они были найдены органами правопорядка, но тут еще один фактор есть, который, я думаю, они не рассчитали. Это связано с качеством их лидеров и теми людьми, с которыми они работают. Мы видели и по тем расследованиям, которые делали наши прекрасные журналисты, но и по тем материалам, которые нам дает полиция, что это не всегда люди, которые технологически подкованы, и внедрять очень, скажем так, комплексные системы для того, чтобы, например, сделать эти чаты более защищенными, чтобы вся информация шла только через одни каналы и не дублировалась, например, звонками и так далее, у них не получится. Из-за того, что есть проблема, вот и с пенсионерами всегда сложнее вот в этих глубоко технологических сферах и так далее. Но в то же время есть другой фактор, о котором забывается, это то, что создается уже тот принцип сообщества, и те люди, которые уже несколько месяцев или более года сотрудничают с платформами Шора, они чувствуют себя важными и нужными в этой платформе. Также они чувствуют, что их уровень или степень ответственности будет больше, и поэтому они будут больше ближе к выборам активничать и больше людей приглашать в эти структуры Шора, а также менее сотрудничать с органами правопорядка. Мы знаем, что более 1000 людей позвонили в полицию, объяснили, что вот их обманули, дали им эти деньги и не отвечали за эти правонарушения. Но во второй раз, мне кажется, что этот принцип безнаказанности и принцип сообщества, вот близкий к тому, что вы говорите про мафию, он может сыграть свою роль и может сыграть свою негативную роль, потому что многие из этих людей также радикализируются, потому что ходят каждый день на разные митинги и начинают верить в собственные сказки, то есть в том, что у нас там диктатура, режимы и так далее. Хотя, опять же, если сравнивать с Российской Федерации, где бы это видно было, чтобы перед судом были протестные акции, их не Да, не разогнали. отметали за считанные секунды. И поэтому я думаю, что обособить себя или обезопасить себя они не смогут, но они будут активничать, будут более радикальны и более агрессивны. И в этом смысле это будет и проще для правоохранительных органов, чтобы их идентифицировать, но в то же время и сложнее, потому что та открытость, которая была у людей, которые только раз, не знаю, там получили несколько сотен леев, она не будет характерна, особенно, например, я не знаю, там, той же Гагаузии, где эти структуры очень активны и действуют
практически круглый год, а не в связи с электоральными процессами. Давайте Кирилл, не я могу... хотел бы добавить, Да-да, если Николай, можно, пожалуйста. я Да-да. хотел просто добавить к этому. Абсолютно согласен с идеей о безнаказанности, что это была уже, наверное, слишком очевидно, чтобы не реагировать и чтобы власти не озадачились этой проблемой. И то, что сейчас происходит, те более 10 тысяч протоколов, которые полиция делает, с моей точки зрения, цель этой работы на самом деле важна через призму того, что мы имеем сейчас возможность, наказывая, может быть, часть людей, которые были в этой сети, которые получили эти деньги, эм, сказать людям, что закон будет работать. И закон должен работать, и понятное дело, что, к примеру, каждый день намного больше людей, наверное, совершает там, проходит на красном, да, Да. чем полиция ловит. Но все знают, что на красном нельзя пройти. Вот по этому же принципу и должна работать сейчас все общество в понимании этого феномена, скажем так. И раз мы сможем объяснить людям это, я уверен, что, или я надеюсь, скажем так, что на следующие выборы, наверное, люди будут намного дольше задумываться, стоит ли им, к примеру, заниматься таким делом. Только те, действительно, которые уже стали, может быть, идейными, или которым платят очень хорошо, или которые более агрессивно, скажем так, уже настроены, возможно, будут заниматься этим. Я хочу этим самым сказать, что нам действительно пора заниматься тем, что через эту работу дойти в том числе к той части, которая называется, вот если ты сможешь помочь, резилиенция, как это будет на русском, Устойчивость, да. устойчивость нашего населения, устойчивость наших граждан, потому что мы же все понимаем, что эти 200 леев или даже 2000 леев, ну, конечно, не стоит того шанса, который мы себя, скажем так, лишаем, продавая свой голос. Потому что наша жизнь в следующие 4, к примеру, года будут такие решения приниматься, возможно, потом, которые будут нам стоить 200 тысяч или 2 миллиона каждого человека, если мы не будем сейчас, к примеру, голосовать осознанно, не продавая свой голос. И я думаю, есть сейчас возможность перед выборами заниматься именно этой работой, и я думаю, в том числе ваша программа очень важна в этом плане, потому что мы должны дойти как можно до большего количества людей. Мы еще поговорим о том, как правительству противодействовать этому, насколько поговорим еще, насколько эффективное действие полиции в этом плане, да, но перед этим не могу не затронуть один вопрос. И вот хотелось бы начать услышать, прежде всего, ответ ваш, Николай. Вопрос на какой? Вопрос какой? Вопрос следующий. Выборы в Гагаузии. Все мы видели, как это цветет буйным цветом на выборах Башкана. Подкуп голосов, значит, финансирование избирательной кампании и так далее и тому подобное. Но у правительства Республики Молдова, даже не у правительства, у Республики Молдова как государства через свои избирательные органы не было возможности в этот процесс каким-то образом вмешаться для того, чтобы остановить совершенно наглую, обнаглевшую коррупцию. Да? То есть даже путем, не знаю, снятия с предвыборной гонки кандидата, который явно нагло нарушал правила и условия финансирования избирательной кампании. Более того, попытка Центральной избирательной комиссии Республики Молдова обратить внимание местной Центральной избирательной комиссии из Гагаузии на то, что ведется нарушение условий финансирования избирательной кампании, подкуп голосов, не увенчалась успехом. Местный ЦИК просто проигнорировал это. В Бельцах мы видели совершенно другой подход. Там, где процессом управлял Кишиневский ЦИК, республиканский ЦИК, они просто сняли кандидатуру Марины Таубер, сняли кандидатуру других представителей партии ШОР тогда, да, или партии, не помню, как она называлась, уже забыл, Шанса, да. И также, как человек, который занимался в прошлом наблюдением, мы помним, как в Гагаузии
феномен электоральной коррупции начинал набирать обороты давным-давно, намного раньше, чем по всей стране. И сегодня мы видим, что эта проблема не решена до конца. По-прежнему следующие выборы Башкана и следующие выборы в Народное собрание будут проходить по старым правилам, когда местный ЦИК и местное законодательство будут регулировать эти выборы. Не должно ли государство наводить порядок в проблеме электоральной коррупции по всей стране, включая на местных выборах? А то так получается, что мы боремся с этим феноменом на президентских выборах и на парламентских, а вот что касается Гагаузии, мы оставляем так, как оно есть. Как вы видите эту ситуацию, когда вот в Гагаузии действуют какие-то особые правила, и центральные власти не могут вмешаться в этот процесс? Очень сложный вопрос, Михаил. А Очень почему? сложный. А почему? Он очень простой, просто... Нет, Да. дайте договорить. Давайте, да. Сложный, потому что на самом деле, здесь, к сожалению, слишком много политики. Мгм. С обеих сторон. С центра, скажем так, с правительства, с центральной власти стороны и с местной власти. И я очень надеюсь, что мы когда-то придем к взаимному пониманию, Мгм. что мы, граждане Республики Молдова, везде одинаковы в правах, да, и в Бельцах, и в Камрате, и в Архее, и везде по всей стране, и наши голоса везде важны. Но мы также понимаем, что на данный момент, к сожалению, для того, чтобы говорить об едином, скажем так, approach, подходе по всей стране, не удается, по моей точке зрения, исключительно из политических соображений, потому что кто-то хочет там держать контроль. Ты говорил про Гагаузию, но мы это видели раньше, в том числе и в других районах, в Архееве, когда это началось, даже в 2015 году, да, или в 2016 году, мы помним, как все это началось, да. То есть Гагаузия — это тоже пример, но мы видим, это уже взрасталось, скажем так, феномен по всей стране. Есть попытки этого урегулировать, есть попытки контролировать феномен. Мы впервые, на самом деле, в 2022 году, когда приняли новый избирательный или последний новый избирательный кодекс, впервые задумались, а как так у нас происходят выборы в Гагаузии, которые являются частью Республики Молдова, да, пусть и автономией, но частью целостной страны. Как так происходит, что в избирательном кодексе у нас нет никаких положений о этих выборах? И вот помаленьку мы, наверное, будем решать эти вопросы, но, опять, с моей точки зрения, политические моменты должны решаться, должен быть какой-то, в том числе, компромисс, но и понимание политического класса о том, что, опять, голос каждого человека важен. Я просто напомню, что все политические партии, которые участвовали в выборах Башкана, о которых ты немножко раньше упомянул, все знали о феномене, который происходит. Правильно? Да. И никто не опротестовал. Партия власти, которые в Кишиневе как-то стратегически они думали, что, мол, незачем нам там усуваться и иметь кандидата, не имея кандидата, сама тоже не могла ничего опротестовать. А давайте будем как бы принимать решения, не исходя из исключительно политических моментов, да, целесообразности, или можем ли там, или не можем делать что-то, а давайте исходить из вопроса прав человека, к примеру. Да? Я там есть, пусть даже буду взять один голос, но я имею возможность, к примеру, защищать этот голос. Да? И мое присутствие уже будет важно там, а не стопроцентной политической целесообразности. И я думаю, это главный, скажем так, импедимент, главное препятствие, да, к решению этому вопросу. Остальные более уже технического характера, я думаю, мы сможем найти компромисс. А компромисс здесь должен в одном только быть, что действительно выборы Башкана, выборы Народного собрания
люди в Гагаузии имеют право, имеют статус, должны избираться дальше. Но я не вижу, как один человек там в Камрате, один человек в Единце должны по-разному, скажем так, к ним применяться законодательство, что касается, к примеру, финансирования партий или финансирования кандидатов, или избирательной коррупции и так далее. Мы все граждане имеем одинаковый голос, одинаковые права. Андрей, ваше мнение, как так получилось? Ну, тот же вопрос фактически к вам, да? Повторите ли вы помните, о чем шла речь? Ну, я помню, какие проблемы связаны с проведением выборов в Гагаузии. Я думаю, в Гагаузии тут несколько слоев, о которых уже говорил и Николай. В том числе, я бы сказал, критическая непредставленность так называемых кишиневских партий на местах. Мы понимаем, что думалось раньше, что если есть проекты, есть результаты, то будут и голоса. Нет, это так не работает. Надо, чтобы все были, все работали, и в том числе в Гагаузии. И даже вот те результаты на выборах Башкана показывают, что там тоже могли быть другие результаты, если бы не было политической коррупции, о той, о которой мы говорим вот сейчас. Но я бы сказал, что тут есть еще одна слабость дерегуляция, которого подверглась Гагаузия в связи со своим статусом, которая используется активно партией Шора. У нас нету очень хорошо прописанных разграничений между теми возможностями, которые есть на центральном уровне и на региональном уровне. Понятно, что Республика Молдова не является федеративным государством, и не бывает такого вот, даже те абсурдные правила, которые раньше были, что вот прокурора надо назначать в связи с действиями местного парламента и так далее. Это невозможно в унитарном государстве, где плюс-минус все равны, как говорил и Николай. Но тут, особенно для местного ЦИКа, нужно прописать такие правила, чтобы они были в соответствии и с европейскими нормами, и с нормами национального законодательства, которое мы видим, что не соблюдаются. А в 2023 году были и критики в связи с тем, как списки держатся на уровне Гагаузии, потому что там какие-то завышенные оценки были. Всегда были критики с тем, как финансируется кампания. Я думаю, особенно вот пока у нас есть такая ситуация, что вот эта криминальная группа Шора захватила власть по факту в Гагаузии. Вот эти элементы должны быть краеугольными, и на них должна смотреть и Генеральная прокуратура, и ЦИК Молдовы, чтобы направлять, если, скажем так, есть такая необходимость, местную власть на то, чтобы были реальные свободные выборы. А третий элемент, по-моему, вот те результаты, 90% против европейского референдума, против европейского курса и так далее, это еще связано с гражданскими позициями, но и обучением граждан тем приоритетам, которые есть в Республике Молдова, что надо делать, что можно делать, какие возможности есть для той же Гагаузии, чтобы развиться внутри европейского сообщества и так далее. Есть очень много дезинформации, очень много фейков, которые действуют на региональном уровне. Если с ними не бороться, то мы просто будем существовать в параллельных каких-то вселенных, где люди в Гагаузии боятся, что у них отнимут земли и будут проводить каждый день ЛГБТ-марши, и остальной Молдовы, которые будут видеть из Гагаузии только проблему, связанную с тем, как мы будем идти дальше в Европейский Союз. И вот эта ситуация, она очень удобна Шору и его криминальной организации, но она очень плоха для самого региона, который не будет развиваться, если так пойдет дальше. А мы видим по тем кейсам, которые вот сейчас обсуждаются и в Гагаузии, что это все, кроме преступности, это еще и безалаберность, и нету
административной жилки у этой криминальной организации, но и абсолютное нежелание развивать те же проекты. Мы видим, сколько денег проходит уже мимо Гагаузии из европейских фондов, потому что нету желания у региональных органов дать финансирование на покрытие хотя бы там 10-20% этих проектов. Без всего этого, я думаю, без комплексного подхода нам будет очень сложно только, не знаю, там, поменять закон или ввести новые правила, чтобы они реально заработали на региональном уровне, потому что они очень удобны тем, кто сейчас захватили власть в регионе. Я говорил с людьми, которые давно участвуют в политической жизни страны, имеют опыт. Их вывод такой, что сейчас практически невозможно стало участвовать в выборах честно. У человека, у которого нету денег, нету практически никаких шансов выиграть даже на выборах в Народное собрание. А выборы в Народное собрание в Гагаузии, как вы знаете, проходят по одномандатным избирательным округам. И избирательные округа, по сути, очень маленькие. 150 голосов. Самый маленький округ, ну окей, 500. И самый большой округ — это 5000 голосов. Что такое избирательный округ 5000 голосов? 5000 голосов избирателей, да, это, значит, ты за месяц избирательной кампании можешь 10 раз обойти этот избирательный округ и с каждым избирателем поздороваться за руку, да. То есть тебе не нужны большие деньги, тебе не нужны большие средства для того, чтобы ты провел эффективную избирательную кампанию. Но, тем не менее, ситуация из-за электоральной коррупции и из-за того, что процессы избирательные администрируют и ими управляют местные органы власти и местные центральные избирательные комиссии, которые вообще напрочь в упор не замечают электоральную коррупцию, дошла до того, что для того, чтобы участвовать даже в маленьком округе, тебе нужно, ну, как минимум, несколько сот тысяч лей. Сумма неподъемная для очень многих политиков, да, то есть, как бы, и я думаю, что Кишинев должен с этим что-то делать, потому что Кишинев, как государство, имеет обязательство обеспечить мне, как гражданину, свободные и честные выборы. Да, Николай, вы хотели что сказать? Да, вот мне очень понравилось, как ты говорил, что за месяц можно там обойти и поздороваться 5 раз с каждым человеком. То есть это и есть суть, потому что на самом деле там сколько, 100 тысяч, чуть больше 100 тысяч людей, граждан в Гагаузии, это реально сделать. Тогда вопрос в чем? В чем тогда вопрос электоральной коррупции? Почему люди все-таки ждут, чтобы им что-то додали? Почему люди не верят в том, что их голос действительно важен, что давайте мы сейчас будем избирать кого-то там в национальном собрании или в Башкане, кто действительно будет предложить решение для будущего Гагаузии. Для будущего в плане того, что Гагаузия будет развиваться экономически, социально, что будут проекты и так далее. Как мы этого, что мы упускаем, если с твоим позволением спрошу в том числе тебя, потому что ты живешь там. Что мы упускаем? Почему люди этого не могут понять? Раз можно за месяц 3, 4, 5 разов обойти каждого, поздороваться и объяснить. Вот я этого не понимаю. Может быть, нам что-то, в том числе с Кишинева, как-то мы не улавливаем всей сути. Но мне кажется, что в любом случае люди есть люди, и нельзя говорить, что какие-то, не знаю, гагаузы особенные, они по-другому мыслят, к примеру, или по-другому понимают, воспринимают. Потому что если убрать все эти дезинформацию, если убрать деньги и все, тогда мы все одинаковы будем. В чем тогда разница? Я, пожалуй, спрошу тебя в том числе для наших зрителей. Ну, я вижу проблему в том, что, как я сказал, что Кишинев, имеется в виду центральные органы власти, были нерешительны скажем так, в вопросе, урегулирования этой проблемы и разрешения этой проблемы. Вот, допустим, есть прецедент. Кишиневу не нравится, Кишинев считает, что это противоречит принципу независимости судебной системы, прокуратуры и судей, когда Народное собрание участвует в
отборе кандидатов на должность главного прокурора Гагаузии и судей в апелляционную палату. Эта компетенция была прописана в законе об особом правовом статусе. Еще в 1999 году министр юстиции обратился в Конституционный суд и попросил признать неконституционную статью, которая предусматривает участие Народного собрания в отборе судей для апелляционной палаты. Еще с 1999 года эта компетенция была отменена. В этом году, как мы знаем, Конституционный суд по требованию Генерального прокурора Республики Молдова отменил компетенцию Народного собрания участвовать в отборе кандидатуры на должность главного прокурора Гагаузии. То же самое здесь. Кто-то должен обратиться в Конституционный суд и аргументировать, и показать, что компетенция Гагаузии по организации и проведению выборов противоречит Конституции, потому что мы уже на протяжении многих лет можем показать огромное количество случаев, когда Гагаузия не способствовала обеспечению свободных и честных выборов. Мы же видим, что выборы местного органа власти, на выборах примара, которые организует Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, люди голосуют по-другому. И Кишинев может вмешиваться, Кишинев может обеспечивать свободные и честные выборы. Когда это организует местный ЦИК, который формирует Народное собрание, в Народном собрании очень много политических интересов, ЦИК пытается, угодить всем, он не вмешивается, не замечает электоральную коррупцию, не замечает нарушения, и мы имеем, что имеем. И этот феномен, он набирал обороты в Гагаузии. С моей точки зрения, это начиналось в Гагаузии. Он расцвел здесь буйным цветом и пошел по всю страну. Не зря же Шор захватил Гагаузию. Он фактически начал наступление на демократические ценности, на демократические процессы из Гагаузии, захватив Гагаузию в 2023 году и внедрил, масштабировал схему по подкупу избирателей уже на местных выборах и на выборах президента Республики Молдова. Поэтому, если мы хотим по-настоящему решить проблему коррупции, мы должны ее прежде всего решать в Гагаузии. Я не знаю, согласны ли вы со мной, Николай и Андрей? То есть тут не нужно оставлять вопрос и ждать того момента, пока в Гагаузии все поймут чего-то. Очевидно, что не поймут. Потому что мы имеем дело с огромными вливаниями. Эти вливания исчисляются в десятки миллионов долларов, я не побоюсь этой суммы, на политический процесс в Гагаузии. С таким бороться очень сложно, особенно когда ты предпринимаешь какие-то, пытаешься апеллировать к здравому смыслу. Здравый смысл просто исчезает, когда люди видят большие деньги. Поэтому здесь нужно, чтобы полиция действительно работала. А вот давайте перейдем к тому, как вы оцениваете действия полиции и правоохранительных органов. Андрей, хотел бы начать с вас в вопросе предотвращения электоральной коррупции. Я бы сказал, что вопрос очень сложный и деликатный. Почему? Потому что нету ни цели, ни времени, чтобы привлечь к уголовной ответственности или к административной ответственности до 300 тысяч людей, которые потенциально продали свой голос. Тут больше нужна та критическая масса, которая даст возможность в каждом селе, в каждом сообществе, чтобы понимать, что вот, не знаю, там у моего кумэтра были проблемы с законом, нет, им не надо. Пока мы видим около 10 тысяч людей, которые были привлечены к административной ответственности. Это уже близится к 10%, это серьезная цифра, но я бы сказал, что тут надо географию расширить, чтобы это не было фактором того, чтобы дать пропаганде говорить о каком-то предрасположении к дискриминации того же гагаузского региона. Мы понимаем, что по разным факторам, в том числе, скажем так, нетипичная активность в выборном процессе, когда люди, которые никогда не выходили на голосование, вышли, что там есть элемент этой политической коррупции, и нам важнее на данный момент профилактика для 2025 года, чем уголовное преследование или административное преследование тех людей, которые участвовали в политической коррупции в 2024 году. А если вернуться к кейсу Гагаузии, я думаю, что то, что происходит на уровне уголовного преследования, это очень хорошо и должно давать
то те месседжи, которые связаны с тем, что, например, вот тот же Башкан, ее преследуют не за то, что она делала как Башкан, а за то, что она делала до этого. Я думаю, что тут нету другого очень важного элемента фактического признания того, что группировка Шора захватила власть на местном уровне, передачу под ручное управление в каком-то смысле. То есть, например, я не думаю, что на данный момент исполком Гагаузии будет принимать те решения, которые, например, по тем же европейским проектам, которые будут во благо гагаузов, а будут во благо интересов связи или приятия Москвы. И тут можно реализовывать более прямую администрацию, имея в виду, что до 60% бюджета Гагаузии приходят из Кишинева, можно даже оплачивать напрямую какие-то зарплаты, в том числе и ставить какие-то условия, если не будет реформирован ЦИК Гагаузии, не предоставлять те же деньги на выборы в тех же условиях, которые было до сих пор. Я думаю, тут очень тонкая линия, но оставлять ситуацию под статус-кво — это готовиться к тому, что в следующих этапах это будет еще хуже, это будет еще сложнее искоренять, это будет уже не то, что будет есть факт захвата, а система будет системой Шора, а не системой государственности Республики Молдова. И если не принять тех мер, которые надо принимать вот сейчас, в том числе уголовного, в том числе административного толка, то будет еще больше проблем, и она будет возрастать, потому что мне кажется, что Гагаузия такое поле экспериментов. То есть сначала что-то внедряется в Гагаузии, тестируется, потом уходит дальше в Республику Молдова. Так было и с этими так называемыми социальными пособиями из России, которые стали потом электоральной коррупцией. И мы очень активно мониторим, что еще происходит и в Гагаузии, и в других регионах, какие новые ухищрения, уловки они придумывают для того, чтобы повлиять на законность и на свободу выбора в Республике Молдова. Но еще, я думаю, надо работать с населением и с местными элитами. Мы видим, что есть мэры городов и сел, которые не согласны 100% с политикой Шора, которые говорят о преступности некоторых решений, когда тот же мэр Камрата говорит о том, что нет возможности реализовывать какие-то европейские проекты, или другие местные лидеры скорее бы хотели сотрудничать с Кишиневым. Вот тут я бы сказал, что Николай прав в смысле того, что если невозможно работать на региональном уровне, надо на уровне местного самоуправления возвращать во власть ту элиту, которая думает о гагаузском народе, о благополучии населения, а не о том, какие методички из Москвы приехали сегодня. Николай, эффективность действий правоохранительных органов по выявлению и предотвращению коррупции, как вы их оцениваете? Во-первых, я напомню, что, к примеру, во время выборов, когда полиция активно начала как бы разъяснять, чем она занимается с этой точки зрения, что практически мы видели каждую неделю по разу или по 2 раза даже брифинги полиции, мы честно обрадовались, потому что мы понимали, что до этого такой работы не велась. И опять, это про информацию, это про информирование, это про просвещение избирателей и так далее, чтобы люди не попались в такие сети. Конечно, что касается части, которой работы полиции, что сейчас происходит, мы здесь, в том числе, мы как организация пытаемся помочь в плане того, что работаем, к примеру, сейчас у нас проходит кампания по обучению полиции. Мы совместно с инспекторатом генеральной полиции, Генеральный инспекторат полиции, да. с генеральным инспекторатом полиции проводим лекции с полицейскими. На прошлой неделе закончился цикл лекций с начальством подразделений по регионам. Со следующей недели начинаем уже работать над обучением, будут семинары по всей стране.
с полицейскими, которые напрямую работают в поле, скажем так, которые будут, возможно, следить за тем, как будет проходить избирательная кампания, и опять с правовой точки зрения, если надо будет, к примеру, включаться в том, чтобы как запротоколировать, к примеру, какие-то контрвенции, административные штрафы. административные правонарушения или другого рода правонарушения, чтобы они понимали, что есть законно, что есть незаконно. Потому что в том числе у нас очень много изменений в законодательстве. Вот буквально на прошлой неделе мы приняли, то есть парламент принял очень обширный закон, очень большой закон, который на самом деле меняет около 8 других законов, в том числе по криминальному кодексу, по другим законам. И мы это все пытаемся разъяснять, объяснять полицейским, чтобы они знали, как вести свою работу. Что касается той работы, которая уже проведена и которая будет проводиться дальше, к сожалению, скажем так, или к счастью, это уже кто как смотрит, но мы понимаем, что очень большой процент, наверное, все-таки скажем и об этом, что очень большой процент людей, которые протестуют, скажем так, или протестовали эти протоколы в судах. И это тоже другой аргумент, почему мы задумались над тем, чтобы надо все-таки обучать полицию. Понятное дело, что, возможно, есть и здесь какие-то знаний не хватает или какие-то умений не хватает, но я думаю, что часть этой ситуации исходит в том числе из того, что так как мы говорили в том числе во время выборов, но и после выборов, эти санкции, эти штрафы на самом деле очень большие для нашего населения. Мгм. Я сейчас не говорю о том, что давайте вообще не будем ставить штрафы за такое правонарушение. Но мы понимаем, что иногда людям некуда. Вот просто некуда. Потому что если они понимают, что хорошо, я буду платить 37 500 или в половину, если это там 48 часов или что-то в этом роде, Да-да, 72 часа. это по-любому большая цифра для людей, которые, в принципе, вообще почти что без ресурсов. Поэтому я бы хотел напомнить об одной рекомендации, которую мы включали в том числе в нашем финальном отчете по выборам, по предыдущим выборам. Мы рекомендовали, что лучше бы правительство или парламент исследовал бы более тщательно этот вопрос в плане того, что давайте мы все-таки поймем, где на самом деле кроется проблема в нашей возможности, действительно четко все записывать, все шаги и улавливать все эти моменты и, к примеру, иметь возможность все-таки задокументировать, к примеру, 100 тысяч человек, если их было, и ставить там по штраф, не знаю, не буду сейчас говорить какие-то суммы, но понятно, что меньше сумма, чтобы люди все-таки могли оплатить, потому что у тебя совсем другое восприятие, когда ты все-таки оплатил, и ты понимаешь, что да, я совершил ошибку. Раз я оплатил, значит, я совершил ошибку. А сейчас, если людям, к примеру, в судах или через судах будет сказано, что на самом деле вроде бы как бы не ошиблись, на самом деле люди, может быть, даже и получали деньги, но у полиции нет достаточно доказательной базы, к примеру, да, чтобы доказать этого, то кто из этого выиграет в конце концов? Да? Поэтому это палка в двух концах, что, я думаю, должно быть больше понимания у политиков, в парламенте, на самом деле, как это работает. Потому что, я думаю, опять ссылаясь на то, что говорилось в том числе в брифинге представителя Генерального инспектората полиции, цель этой кампании, цель этой работы, которую сейчас полиция ведет, и не является наказанием людей, отдельных людей, да, а является искоренением этого феномена. И лучше бы мы как бы имели возможность и почитать
Возможно, способность, что способность. способность полиции это задокументировать правильно, качественно, и чтобы мы могли все-таки это отстоять в судах, чем иметь в конце вот другого результата, пусть и с такими усилиями, скажем так. Да. Ну что ж, друзья и коллеги, час мы записываем, час мы в эфире, можно сказать. Есть над чем на самом деле задуматься. Понятно, что феномен очень большой. И я бы попросил, наверное, вас очень коротко, если можно, буквально до 1 минуты, на что важно обращать внимание, что, с вашей точки зрения, является первостепенным и, скажем так, в борьбу с чем нужно прикладывать основные усилия вот в преддверии парламентских выборов, когда речь идет об электоральной коррупции. Андрей, ваше слово. Ну, я вот сейчас вспомнил такой социальный слоган из 90-х: «Заплати налоги и спи спокойно». Я думаю, сейчас те люди, которые участвуют в схемах Шор, они далеко не спят спокойно. И чтобы вернуться вот в то состояние, когда ты можешь спокойно жить, не ходить по судам и не доказывать, что ты не верблюд, работать и хорошо общаться с соседями и не думать о том, что про тебя будут говорить по телевизору, то надо вернуться в законную стезю. То, что мы успеем еще сделать до следующих выборов, по-моему, это, во-первых, коммуникация. Это надо доносить до каждого жителя Республики Молдова, до каждого жителя регионов, особенно тех регионов, которые попали вот в эти сетки Шора, что лучше жить по совести и по закону, чем по тем криминальным принципам, которые предлагают Шор и его сотоварищи. А если этого не делать, то рано или поздно закон доберется и до тебя. Николай? Коротко, социальная и политическая устойчивость. Социальная устойчивость, мы уже говорили, что бы это означало. Мы должны общаться с нашими гражданами, мы должны объяснить, что это означает. Мы должны понимать, что это исходит из того, что, наверное, нет доверия в институтах власти, к центральной власти, вообще к власти как таковой. И люди как бы подвержены этому феномену, дабы хотя бы что-то заполучить, скажем. Да? То есть Да. они видят или понимают, наверное, что, мол, никто не решает какие-то проблемы, давай хотя бы возьму что-то. И потом, получается, попадают в этот круговорот или в эту сеть, и их там начинают в том числе обрабатывать информационно и так далее, и так далее. То есть мы должны работать с людьми, это понятно. И политическая устойчивость, я бы сказал, что мы должны работать в том числе с политическими партиями, потому что я напомню, что на предыдущих выборах президента и на референдуме практически было только, по-моему, 2 или 3 партии, которые, в принципе, публично заявили, что они осуждают избирательную коррупцию, что они осуждают влияние России на выборы Молдовы и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, чем это чревато, когда политические партии, которые борются за власть, не борются за свои голоса и не объясняют людям, чем это опасно. То есть, я думаю, без политических партий будет очень-очень сложно в этом убедить людей. Поэтому надо в том числе с политическими лидерами, активистами работать, и чтобы они тоже подключались к этой работе, чтобы люди осознавали, вне зависимости от политических там, предпочтений людей. Мы всем должны объяснить, чем это чревато. Потому что мне кажется, что сейчас не все партии понимают, что на самом деле не подвергаются этому феномену, как, может быть, некоторые думают, только люди, которые там, ну пусть там Шор занимается ими, потому что это все равно не мой электорат. Нет, это не так работает. Проблема в том, что мы не понимаем, что если мы допускаем этого, то на следующие выборы это уже не будут 10%, а 15 или 20% возможно населения, которые будут подвергаться такому же натиску. То есть мы должны защищать каждый голос, каждого гражданина от этого феномена. Да, но как работать с главным политическим активистом Владимиром Путиным, который вмешивается в наши выборы? То есть как бы тут до него достучаться невозможно, мне кажется, нет?
главное не допускать их денег здесь, в Молдове. И я вот сейчас не уверен, но я очень надеюсь, что как минимум тот кэш, который... По-любому здесь нужен кэш, да? Который Да. людям... Потому что понятно, что какие-то большего ранга активисты там, возможно, получат и в биткоинах или в других валютах, скажем так. Но простым людям все равно будут выдаваться кэш. Я очень надеюсь, что, к примеру, уже эта лазейка, что будут деньги как бы в Приднестровье снимать или как-то, мы сможем закрыть или уже было закрыто, потому что как бы мы понимаем, что здесь деньги как бы главное пока что, к сожалению, еще. Ну что, друзья, спасибо большое за эту дискуссию. Андрей, вы хотели что сказать? Да, спасибо. Да, окей. Спасибо большое за эту дискуссию, друзья. Это был спецвыпуск программы «Цена свободы». Мы говорили об электоральной коррупции, очень важный и, скажем так, проблематичный феномен в нашей политике и в нашей реальности в Республике Молдова. Призываю всех быть бдительным, действительно, брать деньги – это нехорошо, это противоречит закону, но и самое главное, это разрушает нашу демократию, это разрушает наше нормальное будущее, которое мы хотим все вместе строить, где у каждого будет шанс себя реализовать. Не берите деньги, отказывайтесь от них, друзья. Увидимся в следующих выпусках программы «Цена свободы». До свидания.